Свой бизнес по транспортировке грузов в Россию Владимир начинал с нескольких КАМАЗов. За маленький промежуток времени из маленького предприятия ему удалось создать целое ОСО. Сейчас у него большая клиентская база, как в Кыргызстане, так и в России. Он перевозит не только продукты питания, но и многое другое. Наша компания занимается доставкой сборных, так сказать, консолидационных грузов. Мы возим груза от 1 килограмма. Грузы вообще разных характеристик, от домашних вещей, всевозможное оборудование, самопошив. Очень много товаров, которые реэкспортные, то есть привезены там с Китая, с Эмиратов. Все экспортируемые товары за рубеж перед отправкой тщательно проверяются. Так, за прошлый год было проверено 685 304 тонны сельскохозяйственной продукции. Однако из-за пандемии коронавируса по сравнению с прошлым годом экспорт упал на 339 273 тонны. Из них в Российскую Федерацию 379 тысяч тонн. Это составляет порядка 55% от всего экспорта сельскохозяйственной продукции. Из них мы экспортируем в основном семена, зерновые, технические овощи, бахчевые, картофель, фрукты. Отметим, Россия является одним из стратегических торговых партнеров Кыргызстана. В прошлом году товарооборот между нашими странами составил 1 миллиард 373 миллиона долларов. Но по сравнению с 2019 годом уменьшился, поскольку Россия и Казахстан в целях борьбы с контрабандой ужесточили контроль на КПП. И по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшился на 10,4%. Из них экспорт составил 223,7 миллиона долларов, что по сравнению с аналогичным периодом снизился на 11,9%, а импорт составил 1149,4 миллиона долларов и также снизился на 10,1%. Одним из основных инструментов двустороннего сотрудничества стали кредитные продукты от Российско-Кыргызского фонда развития. Он предназначен для стимулирования кыргызстанских компаний. Также реализуют различные сервисные проекты. Главная задача РКФР – стать катализатором развития экономики Кыргызстана. Также специально для расширения сотрудничества фондом создан отдельный продукт, как сотрудничество российско-кыргызское бизнес-сотрудничество. Условия очень хорошие в этом плане. В частности, очень привлекательные льготы предоставляются в этом направлении. 10 лет, как минимум, даются кредит на 10 лет, до 10 лет. Также льготы по налогам, по отчислениям до 24 месяцев. То есть это считается очень привлекательным условием для развития бизнеса. Также в целях увеличения товарооборота и расширения инвестиционных проектов между странами Министерством экономики разработан проект плана действий на 2021-2022 годы, который уже направлен на рассмотрение российской стороне. По словам экспертов, Россия – это не только наш стратегический, но и прежде всего экономический партнер. Если цель направлена на создание рабочих мест и именно конкретного производства, то такая цель должна быть. Мы идем, допустим, в Кыргызско-российский фонд, говорим, что мы хотим производить такую продукцию, такие средства нужны, мы создадим столько-то рабочих мест, и эта продукция будет экспортироваться, скажем, в Россию. Да? Вот в таком плане, если работать, то будут результаты. С Российской Федерацией производится не только товарооборот, но и там трудится множество мигрантов, которые вносят значительный вклад в экономику Кыргызстана. Другим нашим преимуществом является членство в составе ЕАЭС. Это дает нам большие возможности экспортировать и развивать экономику страны. Мирим Асаналиева, Джанадил Абубакир Улу, ЛТР Бишкек.